Михаил Александрович, а Грузия? Не могу про Грузию не спросить. Вы знаете, мы отмечаем, что по сравнению с режимом Гамсахурдия и по сравнению с режимом Саакашвили совершенно другая обстановка в Грузии. Вы знаете, что после долгого перерыва мы разрешили регулярные авиаполеты. Вы знаете, что мы сняли визовые ограничения для грузинских граждан. Вы знаете, что наверняка в российских магазинах видели грузинское вино на полках. Мы считаем, что Грузия близкое к нам государство. Во-первых, это наш сосед, да? А во-вторых, мы когда-то были в составе единого Советского Союза. Мы отмечаем, что хотя грузины наотрез отказываются признавать свершившийся факт независимости суверенитета Абхазии, тем не менее они заявляют о том, что силовым путем они, по крайней мере на сегодняшнем этапе, они не собираются решать какие-то свои проблемы в взаимоотношениях с Южной Осетией и с Абхазией. Это позитив. Но этот позитив означает, что у нас впереди еще много работы. Вот. Не могу не упомянуть женевские дискуссии, где очень активно участвует ваша делегация во главе с замминистра Ираклием Тужбой. Это важно еще и для Абхазии потому, что это формат, где ваша страна на равных участвует, значит, с другими участниками. Это Соединенные Штаты, это Евросоюз, это Организация по безопасности и сотрудничеству Европы. А в Европе Грузия, ну, естественно, Осетия и Россия. Ну, вот. И, как говорится, худой мир лучше доброй ссоры. Это площадка, где Абхазия имеет возможность высказать, обозначить свои приоритеты и свои подходы к решению тех или иных проблем. Мы хотели бы, чтобы там был прогресс. Не удается его быстро достичь, но, тем не менее, считаем, что эту площадку нужно сохранить. Опять же, я упомянул худой мир лучше доброй ссоры, чтобы, по крайней мере, было место, где можно общаться и друг другу высказывать свои позиции. Ну, мы как-то от Украины, Грузии так плавно перешли, и не могу не спросить, вот эти некие потепления отношений между Россией и Грузией, как они могут повлиять на взаимоотношения Абхазии и России? Это мой последний вопрос. Я считаю, что повлиять могут только позитивно. Значит, я слышал от разных общественных деятелей в Абхазии разные сомнения. Хочу подчеркнуть главное. Решение, принятое в 2008 году, решение, принятое Россией, было трудным. И об этом говорил наш президент. Но годы доказали, что оно было единственно верным, и решение о признании безотзывно. Вот как раз этого не хотят понимать в Тбилиси. Решение принято, и изменено не будет. Абхазия, суверенное независимое государство, наш союзник и стратегический партнер.